Прежде всего, давайте припомним, где находится Словения и почему она такая диалектно раздробленная. Это правильное место задать такой вопрос. Смотрите, Словения у нас находится на самом перекрестке древних европейских дорог. Это не Балканы, хотя многие считают, что это Балканы, но это не Балканы, потому что треть страны занимают Альпы, и вся эта балканская культура, она у нас южнее. Южнее Словении у нас Хорватия, на западе у нас Италия, и там мощнейшая интерференция на западе, на востоке у нас Венгрия, а сверху у нас Австрия, и там тоже мощнейшая интерференция. Почему Словения такая диалектно раздробленная? Вот эту карту сделали славянские диалектологи, и вы видите здесь 7 диалектных групп и около 50 диалектов и субдиалектов, и их постоянно дробят, находят какие-то новые данные, и все очень сложно. Почему так? Ну, во-первых, потому что там рельеф, а где рельеф гористый, там, разумеется, диалектное членение мощное, потому что через горы не так-то просто перебраться. Реки, болота, тоже граница диалектов. Кроме того, где-то 1000 лет, как их кучкуют вокруг церковных приходов. Вокруг каждого прихода формируется свой говор. Мобильность населения была не очень мощная, 1000 лет под немцами, это вы знаете. Венгрия в какой-то момент очень мощно влияла на вот самую желтенькую диалектную группу, паннонскую, да, на Прекмурье, самый восточный диалект. Рыжая на западе – это приморские диалекты. Там мощнейшее влияние романских языков, не только итальянского, еще фриульского. И там диалекты итальянские, северноитальянские. В общем, это очень-очень круто замешанная диалектная каша. Самые большие диалекты в центре, они одновременно и самые, нельзя сказать неинтересные, но самые такие типичные, больше похожи на литературный язык, что в принципе понятно, потому что литературный язык был создан в XVI веке, первый славянский литературный язык, на основе именно этих центральных говоров. Это вот фиолетово-гуренская группа, очень диалектно нераздробленная, а бежевая внизу это доленские, по-русски они называются верхнекраинские и нижнекраинские, славянцы как-то гуренские и доленские. Вот, так что я их тоже так буду называть с вашего разрешения. Посмотрите, вот там внизу доленской группы случилось несчастье. Это смешанные кучевские говоры. Там, где все в точечку пошло. Туда, если не ошибаюсь, во время Второй мировой свезли носителей разных диалектов и... Сначала туда немцев выселили. Да. Там жили немцы, кучевские немцы, их выселили. Во Вторую мировую туда свезли носители разных диалектов. И все, эта территория потеряна для диалектологии. Потому что это мешанина, и ее обычно в карты никто не включает. Так что я ее тоже включать не буду. Теперь давайте перейдем непосредственно к клитикам. Тут сразу нужно прояснить, в какой традиции я этот термин вообще использую. Потому что термин клитика используется в синтаксической традиции и в фонетической. И вот я его использую в синтаксической. Для фонетистов это слово, которое не имеет самостоятельного ударения и образуется полноударным словом фонетическое слово. Присоединяется к нему спереди или сзади. Проклитика или инклитика. Я не пользуюсь этими терминами, я не фонетист. Я рассматриваю клитики с точки зрения синтаксиса. И ударность, безударность меня тоже особенно не волнует. И, как я позже покажу, славянские клитики, они могут нарушать некоторые стандартные правила, которые работают для клитик. Например, они вполне могут принимать ударение и стоять самостоятельно, без других слов, компонентов предложения. Синтаксисты делят клитики на сентенциальные и простые. Простые клитики, они функционируют на уровне группы, как правило, это вершина группы. Это предлоги, это частицы, это союзы, вся вот такая мелочевка, которая не имеет парадигмы. То есть не склоняется и не стригается. А сентенциальные клитики, они функционируют на уровне всего предложения. И вот у них как раз парадигма есть. Что еще характерно для сентенциальных клитик? Они стремятся кластеризоваться, то есть собраться в кучку, в блок. А простые тоже не лыком шиты, они хотят в этот блок как-то к нему присоединиться. Есть такое правило, что всякая односложная неклитика хочет вести себя подобно клитике. Посмотрим, как это работает для славянского языка чуть позже. И да, в славянских диалектах есть тенденция включать в кластер клитик односложные частицы, наречия, много такого добра. Значит, да, я не сказала, что сентенциальные клитики в славянском языке включают глагольные и местоименные. Это формы глагола «быти», бытийный глагол, настоящее, будущее время, все позже покажу, и краткие формы личных местоимений. Где кластеризуемые клитики, то есть те, которые собираются в блок, могут стоять в предложении. Это может быть единичная клитика, это может быть весь кластер. Обычно в языках мира есть такие 4 позиции, отведенные для таких клитик. Это абсолютное начало, вот беленький кружочек. Это второе место в предложении.
Вакернагелевская позиция – это довольно расплывчатый термин. Предпоследнее место в предложении и последнее место в предложении. Что из себя представляет вакернагелевская позиция? Закон Вакернагеля, он скорее фонетический на самом деле, но синтаксисты его тоже пытаются приспособить под свои теории. Вакернагель сказал, что в древних европейских языках клитики стоят после первого, если не ошибаюсь, ударного слова в предложении, и это опять-таки нас выводит на фонетику. Нет, так дело не пойдет. Можно трансформировать то, что они стоят после первой составляющей в предложении, но что из себя представляет составляющая, тоже вопрос. Можно сказать после первого смыслового единства в предложении. И это уже будет больше похоже на правду. Давайте посмотрим, что из себя может представлять эта первая составляющая. Смотрите, здесь у нас в первом примере рыженькая – это клитика, глагольная клитика настоящего времени, а вся первая составляющая – это «мой любимый старый пес», «мой любимый старый пес умер». Вы видите, что у нас тут не только существительное «пес», не только два прилагательных к нему идут, «любленные» и «старые», еще и местоимение «мой», и все это одна составляющая. Она не разрывается, в отличие, например, от сербского, хорватского. Клитика в нее не вторгается, она стоит после всего этого дела. Второй пример. «Нocoj по ночи и jutri зjutra бо снег». Сегодня вечером, ночью и завтра утром, и это все одна составляющая, будет снег. Так работает первая составляющая в славянском языке. Дальше интереснее. Часть сложно подчиненного предложения – это тоже первая составляющая, и клитика стоит сразу же после нее. «Косом пришла домой, си же спала». Когда я пришла домой, вот она наша первая составляющая, и клитика. Ты уже спала. А что у нас будет в придаточной части сложно подчиненного предложения? «Они си рекла» – это главная часть, а разве ты не сказала? «Да бош дома», что будешь дома. Клитика стоит сразу после подчинительного союза «да», что будешь дома. Вот так стоят у нас клитики в сложно подчиненных предложениях. На самом деле все хитрее. Клитики у нас могут стоять и в абсолютном начале предложения. Где мы такое встречаем? В македонском языке, там это кодифицировано. В славянском языке это не кодифицировано. Кто вообще кодифицировал современный славянский язык? Йожа Тупуришич, такой столб славянистики. В 1976 году написал свою нормативную славянскую грамматику. Она с тех пор переиздавалась 4 раза. И там он, конечно, писал, что есть такая странная позиция, и он со скрипом допускает эту позицию только для вопросительного предложения. Чем он это объясняет? Эллипсисом. Вопросительное предложение в прям таком строго-строго литературном языке начинается с вопросительной частицы «али». «Али га познаш?» Ты его знаешь? Это «али» может сокращаться просто до «а может и вовсе эллиптироваться. И тогда у нас клитика будет стоять на первом месте. Но Топоришич идет дальше и говорит, что, очевидно, и в невопросительном предложении, если клитика начинает предложение, значит там что-то эллиптировалось. А что? Пусть каждый лингвист додумывает по собственному желанию. Это как-то очень странно. Топоришич не первый решил, что там что-то эллиптировалось в начале. Он-то повторяет за Станиславом Шкрабцем, который это написал еще в 1895 году. Но мне ближе позиция Антона Брезника, 1908 год, который говорит, что предложение не существует в вакууме. Оно следует обычно за другим предложением. Ну, если мы говорим в рамках письменной речи, да, в устной речи, естественно, мы оперируем другими терминами, какими уж вам удобнее. Предложение обычно следует за каким-то другим предложением. Может продолжать его мысль, может иметь с ним общий субъект. Эллиптироваться там может что-то, потому что уже сказано в предыдущем предложении. Надо всегда смотреть в контексте. Посмотрим, что они имеют в виду. Вот Шкрабец и Топоришич. Допустим, возьмем мой пример. Да, я им навязала свои примеры и посмотрела, что бы они мне сказали. Благо, их обоих уже нет на свете, и я могу за них все придумывать. Посмотрим, значит, си же спала. Ты уже спала. Значит, что у нас придумал Шкрабец и Топоришич? Ага, здесь пропущено косом пришла домой. Ну, все понятно, все понятно. Но здесь же может быть пропущено еще что угодно другое. А что бы подумал об этом Брезник? Я думаю, он бы сказал, давайте посмотрим в контексте. Вот же у нас перед «си же спала» стоит «Ниси слышала, как косом пришла, ты не слышала, как я вошла, ты уже спала». Ну, тут общий субъект на два предложения. Понятно, что здесь клитика стоит. То есть мы здесь спокойно могли бы вместо точки поставить запятую. И это никого бы не смутило. Это было бы одно предложение. Это чистая формальность, точка у нас или запятая. В текстах славянских протестантских писателей XVI века очень-очень мало такого начального положения клитик, но кое-где все-таки есть.
Когда я смотрю на оригинал, смотрю на членение этих примеров в синодальном переводе, я вижу, что абсолютно от балды. Точки и запятые проставляют славянские протестанты. Они могут спокойно разбить одно предложение на два, поставить там в середине точку и начать второе предложение с клитики. Вы видите, насколько тут все условно? Брезник прав. Брезник прав? Отлично. Вот второй вам пример, пожалуйста. «Нисам памятна, сам попридна». Я не умная, но я старательная. Видите? Общий субъект. Отлично. Ставим запятую. Все. Одно предложение. Никаких проблем. Но вот точка, да, точка нам все портит. По Топоришичу. По Брезнику она ничего не портит. Я согласна с Брезником, вы как хотите. А вот вам пример настоящего эллипсиса. Мощного славянского эллипсиса, который я больше нигде не встречала. Вот такое дурацкое название «Гага-эллипсис» это придумал славянский исследователь Боштян Дворжак в 2007 году. Ну, описано это явление было и раньше, но такое название придумал Дворжак. В утвердительном ответе на вопрос у нас эллиптируется все, кроме клитики. И это абсолютно регулярная вещь в славянском языке. А се добро почути, хорошо себя чувствует. Я се. Смотрите, клитика стоит самостоятельно, она ударная, замечательно. А мугадаешь, ты ему его даешь, муга, ему его, мы бы сказали да. Славянцы говорят муга. И мой любимый пример, бикаво, би, кофейку, да, прелестный пример, обожаю его. Он у нас вошел в семейный диалект, потому что невозможно удержаться и не говорить так, это же прекрасно. Причем так может эллиптироваться все, что угодно. Так может еще одна такая штука замечательная. Ше, партикуляризированное наречие, то есть наречие частицы, еще, тоже спокойно. Я, например, искала, как добраться до аэропорта в Словении, я написала водителю, а у вас еще осталось свободное место? А ше и мате, просто место. И он мне ответил ше, самостоятельное употребление. Это прелесть. Так. Ну, теперь давайте посмотрим, как у нас исследованы диалекты, клитики по диалектам. В литературном языке более-менее система описана, и описана система Топоришичем, может быть, не всегда идеально, но, по крайней мере, система задана, и с ней можно работать, спорить. 16 век описан, Аленка Елоушек замечательно описала, в основном местоименные клитики, но и остальным тоже уделила внимание, она проработала весь корпус текстов протестантских писателей 16 века, огромная работа. Древнейший памятник того, что позже стало славянским языком, фрейзингенские отрывки, которые называются брижинские вспоменики по-славянски, да, это памятник рубежа тысячелетий. 10-11 век тоже о нем вышла в декабре у Матея Шекли замечательная статья о клитиках, как они там стоят. Ну, то есть были статьи и раньше о брижингенских отрывках, но Шекли, как обычно, приходит в тему и все раскладывает по полочкам. А вот что у нас с описаниями клитик в славянских диалектах, а там все отнюдь не радужно. Есть отдельные работы, посвященные отдельным диалектам. Вот есть старая работа Матии Мурко, вы его видите, «Клитики в славянском языке». Она очень масштабная, написала она давно-давно, в 1891-92 годах, и описал там преимущественно восточные диалекты, и там нет карт. Есть работа Данилы Зулен-Кумар 2008 года на материале 2 западных диалектов приморских, и там нет карт. Есть пара работ о западных клитиках у Матея Шекли. Это очень серьезное погружение в тему, но диалектный охват снова небольшой. Антонина Тверицкая нам замечательное замечание сделала. По-русски сейчас иногда говорят и особенно пишут. Сделайте, если еще не. Не знаю, по-русски звучит как-то более коряво, нежели по-славянски, мне кажется. Но все равно спасибо. Что у нас в атласах? К сожалению, общеславянский лингвистический атлас, его вопросник не включает вопросов про клитики. Славянский лингвистический атлас – это мощнейшее исследование. Сейчас вышел какой второй том или уже третий, не помню. К сожалению, там тоже в вопроснике нет вопросов о клитиках, то есть нет смысла ждать синтаксического тома. Вообще национальные атласы южнославянских языков, там все очень негусто с клитиками. Вот в болгарском диалектном атласе я видела карту только про то, как стоит одна единственная клитика третьего единственного настоящего времени, которая по-славянски «е». И все. Этот материал не собирают, очень жаль. Ну вот я и составила атлас славянских клитик, что мне оставалось. За основу я взяла карту славянских диалектов, которые вы уже видели, и славянского лингвистического атласа, но не сетку. Сетка – это насколько часто у нас промежутки между пунктами идут, которые мы будем рассматривать.
Сетка – это очень важно. Если какая-то территория у нас диалектно мощно раздробленная, там сетка должна быть густая-густая, чтобы не пропустить чего-то важного. А если это такая равнина, на которой вряд ли мы выловим что-то интересное, как, например, центральные русские говоры, то там сетку можно и широкую совсем сделать, километров через 50 пункты ставить. Сетку я не использовала, вообще никакую сетку, потому что я брала буквально весь диалектный материал, какой могла найти. Мне было важно ничего не упустить, я просто рыла. Мне было важно только, чтобы этот диалектный материал был синтаксически достоверен, то есть чтобы его не аллитературивали, и чтобы это были не песни, потому что в поэзии клитики стоят иначе. Так что у меня, как видите, где-то густо, где-то пусто. А если где-то совсем густо, если пункты из одного диалекта прям наслаиваются один на другой на карте, если такая карта будет нечитабельна, я их, конечно, объединяла под одним номером. Всего у меня реально обработанных пунктов 452, но из-за таких вот слияний их осталось 288. Что мой атлас покрывает? Всю территорию распространения славянских диалектов в Словении, Австрии, Италии, Венгрии, Хорватии. И есть небольшие дырки. Но их всего 2, к счастью. Вот эти несчастные смешанные кочевские говоры, которые исключены из диалектных описаний, и на юго-западе маленький баншевский субдиалект. По нему просто не было материала, но он совсем-совсем крохотный. Теперь скажу об источниках. Какие у меня источники? Это расшифровки спонтанной диалектной речи из 107 научных работ славянских диалектологов. Это и монографии, диссертации, статьи, это курсовые, дипломы студентов Люблянского университета, Мариборского университета. И также это записи профессиональные, которые пока никуда не вошли, ими со мной поделились по доброте душевной славянские коллеги. В основном работы студентов и аспирантов Люблянского университета мне предоставила их научная руководительница Вера Смоле, за что ей огромное спасибо. Эти источники выполнены в профессиональной фонетической транскрипции, они абсолютно достоверны, там можно и ударение посмотреть, там все замечательно. Но это не все мои источники, еще я обработала несколько научно-популярных сборников фольклора серии «Гласовий», которые составлены самими носителями диалектов. Да, первые были составлены профессиональными фольклористами, а потом это дело подхватили уже сами носители диалектов. И сейчас уже выходит 50 какой-то выпуск, и это потрясающая абсолютно серия, замечательное начинание, когда люди, увлеченные своим диалектом, своим фольклором, просто ходят по соседям и записывают и былички, и истории из жизни, и анекдоты. Это потрясающая серия. Разумеется, если было подозрение, что какой-то текст аллитературен, конечно, я его не брала. К счастью, это обычно пишут уже в предисловии, что вот такую-то часть мы аллитературили. Но тут мне тоже помогала Вера Смоле, говорила мне, что вот так, Маша, этот сборник не берите, там все плохо. То есть я брала синтаксически достоверные. Всего у меня общий объем этого материала не такой большой, 2505 страниц. На 288 пунктов это немного, вы понимаете. Сама я диалектные записи не вела. Я записывала только литературную речь носителей разных диалектов как дополнительный иллюстративный материал, как то, что просачивается из их родного идиома в их литературную речь. Это же интересно, что просачивается, а что они наоборот фильтруют. И вот у меня есть рабочая карта. Я думаю сделать ее прозрачной картой. И сейчас поймете почему. Я отметила места, где материала было много. Например, где-то у нас явление не отмечено. Почему оно не отмечено? Потому что его там на самом деле нет или потому что там было мало материала. Я накладываю эту прозрачную карту и смотрю, да, там материала было действительно не густо. Так что если там покопать, возможно, там что-то и найдется. Я надеюсь, что это дело подхватят другие коллеги и будут еще копать и чесать славянские диалекты на предмет клитик. И, по крайней мере, они будут знать, где уже хорошо так покопано, вот это серым заливка, да, а где еще покопано не очень. Обычных невспомогательных карт у меня в атласе 34. Это про где клитики стоят в предложении, что входит в кластер, что в кластере может перемещаться, какие там могут быть посторонние по диалектам, как стоят клитики в сложном предложении, в сложно сочиненном, в сложно подчиненном, в главной части, в придаточной, в бессоюзном, в абсолютном начале предложения, в абсолютном конце предложения, в предглагольной позиции, препозиции, постпозиции. В общем, абсолютно все по косточкам разобрала. А теперь, наконец, давайте вернемся, собственно, к самим клитикам. Потому что я тут не свой атлас презентую, а про клитики рассказываю. Давайте вернемся к начальному положению клитик в невопросительном предложении и посмотрим, насколько оно частотно в диалектах. Это какое-то маргинальное явление или это мощный узус? Похоже на мощный узус, правда? Почти четверть всех примеров. А примеров у меня почти 60 тысяч невопросительных предложений с клитиками.
При этом остальные 3/4 примеров, вот эти вот 44, почти 45 тысяч, это отнюдь не только стандартная кодифицированная вакернагелевская позиция на втором месте предложений. Нет, это еще и куча всяких остальных позиций. На третьем месте предложений, да, такое тоже есть. В абсолютном конце предложения и такое есть. При причастии или при именной части составного именного сказуемого. Я это все записываю в приглагольную позицию, да, и такое у нас есть. Так, давайте посмотрим, что по отдельным диалектам. Это не из атласа карты, это такая хулиганская, немножко дурацкая карта. Я тут просто сделала круговую диаграмму на каждый из диалектов. Давайте посмотрим. Вот синенькая, это у нас клитики в абсолютном начале, а рыжая — это все остальные позиции. И вы видите, что здесь все по-разному. Где-то почти нету клитик в абсолютном начале, а где-то их чуть не 40%. Посмотрим нормальную карту. Вот она. Она, правда, хуже читается на таком экране. Я тут сделала такую заглоссу. Она отделяет зону наибольшей выраженности этого положения, начального положения клитик. Смотрите, у нее резанные границы, она неровная. Вот центральные диалекты, о которых я говорила, фиолетовые горенские и коричневые доленские, там все как-то не очень выражено. Есть только два маленьких ареальчика, видите, в доленских диалектах и рядом, где начальное положение клитик у нас мощное, а все остальное это у нас не центр. Это приморские рыжие, это Каринтия сиреневая, это Штирия зелененькая. И вот почему-то панонские говоры, желтенькие на востоке, тоже не очень любят начальное положение клитик. Почему? Они же такие экзотические, такие диалектно выраженные во всем, а вот тут у них почему-то нет. Ну, я надеюсь, когда коллеги раскопают центральнославянские говоры получше, может быть, там тоже что-то сдвинется. Теперь давайте наложим карту больших мест. Ну, там, где много материала, да, я так называю, карты больших мест. Почти везде, где процент начального положения клитик высокий, материала было много. Вы видите, если получше обработать места, где было мало материала, ну, наверняка же сдвинутся границы, наверняка же у нас этого начального положения будет еще больше. Интересно еще посмотреть, сколько клитик допускают диалекты в начале неупросительного предложения. То есть стоять-то они там стоят, а вот сколько их там может стоять? Если вы тут видите систему, это хорошо, я ее не вижу. Я вижу, что вот две клитики практически повсеместно, это синенькая, 3 клитики желтенькая, не повсеместно, а кое-где и 4 клитики даже может стоять в начале неупросительного предложения. И тут я с вами была не совсем честна, потому что в эти клитики, в это количество я включаю частицу коннектор па. Это вакернагелевская клитика, и она может становиться в любое место в кластере, и это не позволяет ей прописать какое-либо место в этом кластере, какой-либо ранг. Вот вам пример. «Се муе почуден сделал». Ему странно казалось. «Се» — это «ся», «му» — это «ему». Видите, да, тут все глассировано. Вот у нас пример на 4 клитики, и 4-й из них — это «па». Вообще, почему такой неудачный пример с «па»? А потому что в славянском языке вообще очень редко можно встретить целых 4 сентенциальные глагольные местоименные клитики подряд. Я знаю только один такой пример, и он, уж не знаю, искусственный или из жизни взят. Это пример я нашла у Станислава Шкрабца в статье 1895 года. Вот тут у нас стоит 4 замечательные клитики. В самом что ни есть классическом порядке. Сено, если у вас его уже сколько-нибудь высохло, продайте нам. Причем, смотрите, здесь нам — это не клитика. Тут идет логический акцент, продайте именно нам. Вот у нас кластер клитик. Сначала у нас стоит возвратное «се», потом датив «вам», потом, чего это у нас, генитив «га», и потом глагольная клитика «я». Все остальное — это не клитики. Ну, в смысле, не синтенциальные клитики. Вот как выглядит у нас кластер клитик в современном славянском литературном языке. Всего 7 рангов. Топорищич утверждает, что их 10, я с ним не согласна, потому что он туда включает еще и «не», и вот эти вот партикулизированные наречия «ше» и «же», уже еще... Нет, это все чепуха. И подчинительные союзы, и что он только туда не включает. Я все это выбросила. Я оставила только глагольные и местоименные клитики. Давайте посмотрим. Сначала у нас стоят глагольные клитики. В настоящее время глаголы «бити» и показатель сослагательного наклонения «би». Вот эта частица «би» общая для всех форм. То есть тут у нас будет не как в хорватском, где она спрягается. Потом у нас идет возвратно-личное местоимение. Тут 2 ранга под него отведено. Сначала датив, потом аккузатив. Потом у нас идут, собственно, личные местоимения. Датив, аккузатив, генитив. И потом снова глагольные клитики.
Вот единственная оставшаяся в хвосте кластера форма настоящего времени глагола «бити» и формы будущего времени. Вам не кажется, что этот кластер какой-то неправильный? Как-то он шел и не дошел. Явно же глагольные клитики все хотели быть в начале. Ну, они же носители предикативности. Они хотят быть в самом начале, чтобы... предикативность – это когда мы сообщаем «когда», «в самом деле», или «мы», или вообще «давай». Вот это предикативность. Им нужно в начало. И смотрите, настоящее время, кроме вот этого вот «е» оставшегося, они уже перешли в начало. «Би» в начале стоит, а все остальные нет. Что вообще происходит? Получается, у нас в литературном языке кодифицировано переходное состояние кластера, когда половина глагольных клитик уже перешла в начало, половина осталась сзади. Если мы копнем в диалекты, мы там увидим совершенно разные стадии этого перехода. Мы увидим и то, что клитики первого ранга стоят у нас в седьмом, и то, что клитики седьмого ранга уже перескочили в первый. И там будет большое разнообразие. Да, конечно. Давайте начнем с местоименных клитик. У нас есть краткие местоименные формы, это клитики. У нас есть полные местоименные формы, которые в кластер не входят. У нас есть четкое их разграничение. У нас есть амонимичные формы, я их выделила рыжим, когда полные и клетические формы, за исключением ударения, выглядят абсолютно одинаково. Но, как вы уже знаете, клетики тоже могут принимать ударение. Так что, если мы, например, исследуем какие-то тексты, и там встречаются эти рыжие формы, мы их не можем с полной определенностью записывать в клитики, мы их должны исключить. Например, если работаем с протестантами XVI века, выбрасываем. Давайте посмотрим, чем у нас функционально различаются краткие и полные местоименные формы. Смотрите, местоименные клитики, они не могут вступать в сочинительную связь. Можно сказать «видим тьяшу ин тебе», я вижу тьяшу и тебя. Нельзя сказать «видим тьяшу ин те». Вообще никак, запрещено. Они не могут находиться под логическим ударением, клитики, в том числе в ситуации противопоставления. Можно сказать «вабим тьяшу, нега пане». Я приглашаю тьяшу, а его нет. Но нельзя сказать «вабим тьяшу, га пане». И, наконец, они не могут являться частью предложно-падежных сочетаний. К мне пришла тьяша, ко мне пришла тьяша, но нельзя сказать «к мне пришла тьяша». Просто вообще никак. При этом в языке XVI века это строгое противопоставление еще не сложилось. Вот у нас Библия Юрия Далматина. Смотрите, «на то е он нему перпустил». А в современном переводе Библии у нас стоит клитика «теда ему е пустил». Тут нет никакого логического акцента, тут должна быть клитика. Но у Далматина это полная форма. Он тут какой-то акцент ставит? Да нет, ничего тут не ставит. Просто противопоставление полных и кратких еще не развелось. И до сих пор по диалектам оно не везде устоялось. Так, посмотрим теперь на один очень неочевидный пример употребления местоименных клитик. В славянском языке есть такое относительное местоимение «ки», и в некоторых падежах оно выглядит совершенно нормально. «К катерему», «катерега», но в других падежах оно образуется аналитическим способом, распадается на две части. «Ки», оно не меняется. А носителем грамматических категорий является, собственно, клитика, местоименная, которая стоит в кластере. Нисам прихранил денарье, кимига е дал крестниботар. Я не отложил деньги, которые мне дал крестный. Вот у нас это относительное местоимение кига. Видите? Ки, неизменяемая штука, стоит там, где должна стоять, а га стоит себе спокойно в кластере. Отрывается от этого ки дативом. Второй пример. Соме приятели присынетели, косами зарой снедан, купили удава, кисам му дал имя Зоран. Друзья меня удивили, купили на день рождения удава, которого я назвал Зоран. Давайте посмотрим. Ки, му, которому, а между этими двумя частями у нас стоит глагольная клитика сам, потому что му у нас в кластере. Как у нас себя ведут в кластере возвратные клитики? Второй и третий ранг. Датив си и аккузатив се. Сейчас они стоят перед обычными личными местоимениями, но так было, естественно, не всегда. Вы наверняка видели, как стоят клитики в старославянском, древнерусском, других южнославянских языках, может быть, в чешском тоже «с» стоит все еще за обычными местоименными, я не знаю. Но, в общем, это очень странная штука, это славянская инновация. «Си» и «с» перескочили перед обычные местоименные клитики. Вот давайте посмотрим фризингенские отрывки рубежа тысячелетий. Здесь у нас «с» еще стоит нормально, архаично, после датива «ми», «се». А в славянском современном внизу, посмотрите, уже «се», «ми» будет. Вот она, инновация, пошла. Но не везде, потому что в тех же фризингенских отрывках есть еще и пример, где «се» уже перескочило. «Се им».
Ну, правда, это не очень чистый пример, потому что, возможно, это контактная постпозиция к глагольной форме. Тут ничего точно утверждать нельзя. Но если это оно, то получается это настолько ранняя инновация. Посмотрим карту. У нас 3 небольших ареала, где «се» стоит архаично после местоименных клитик. И все они находятся в приморских диалектах на Западе. 3 небольших ареала. Это получается что? Вот эта вот западная граница славянской диалектной территории у нас типологически сближается с общей южнославянской территорией, где у нас «се» до сих пор стоит за местоименными. Но откуда это взялось? Ну, то есть, понятно, самый нижний ареал на границе Хорватии, это может быть какая-то консервация хорватская, общая с хорватским языком, да? Но остальные-то откуда? Это законсервировалось X века, или это, может, как-то поменялось обратно? Но, увы, у нас нет исторических памятников с этой территории, так что ответ неизвестен. Но если это Приморье, первое, что мы подозреваем, это, конечно, романское влияние. Но это мне нечем доказать, потому что я не знаю ни итальянского, ни фриульского. Просто обычно видим что-то западное, романское влияние, надо еще поискать. Вот пример. Ми, у нас датив, дальше идет си, но на самом деле это се, конечно, это обычный аккузатив. Ми се сделал. По-славянски, по литературам, конечно, сказали бы се ми е сделал. Но в 80-х славянский лингвист Влада Нахняк писал о славянском литературном языке, что вообще-то правила рангов, они не так важны, как лицо клитики. Что если, например, у нас местоименная клитика в генитиве первого лица, она спокойно может стоять перед клитикой датива третьего лица. Просто потому что первое лицо у нас важнее третьего. И привел такой пример. «Мимо има веч треба». Им двоим. Меня больше не нужно. И это выглядит очень странно. Но вот, ладно. И Нартник считал, что такой вот у нас нормальный порядок местоимений должен быть. Сначала идет второе лицо, как слушающий, потом первое говорящий, ну а потом третье, которое вне коммуникативного акта. А по диалектам такое бывает? Родительный и винительный перескакивают вперед дательного. Может быть, он прав? Давайте посмотрим. Смотрите-ка, действительно, есть такие ареалы, 3 небольших ареала, довольно компактные. А подтверждает ли это теорию Нартника о лицах? Нет. Вот вам 2 примера, и в обоих примерах третье лицо винительного, а потом первое лицо дательного. То есть у нас третье лицо, потом первое. Видимо, это совершенно отдельный процесс по диалектам, с коммуникативными ролями никак не связан. До этого, в 1981 году, Нартник придумал еще одну штуку. Он решил, что раз у нас есть параллельные ряды полных и эклектических форм личных местоимений в косвенных падежах, но не во всех, да, в 3, то почему бы и не быть, собственно, клитики именительного падежа? Ну, нулевой. Было бы логично. Вот у нас в табличке форма единственного числа женского рода, полноударная форма «она» и клитическая просто нулевая. Теория смелая, интересная, но недоказуемая. К счастью, в некоторых диалектах такие клитики именительного падежа есть, и они не нулевые. Вот как это выглядит. Это приморские примеры, потому что есть такие клитики у нас в приморских диалектах. Вот у нас местоименная клитика «он» в первом примере. И вот первого лица «ест» – «я» во втором примере. И стоит она в начале кластера. Какая прелесть! Но как нам доказать, что это именно клитики, а не просто полная форма почему-то стоит без ударения? У нас есть такой способ. Потому что эти клитики в приморских диалектах могут стоять в местоименной репризе. Что такое местоименная реприза? Это когда прямое дополнение или подлежащее дублируется краткой формой личного местоимения. И это хорошо знают те, кто занимается болгарским, македонским языком, потому что там это повсеместно, там это кодифицировано, а в славянском это экзотичнейшая экзотика. Выглядит это вот так вот. Вот сначала у нас идет полная форма, потом она дублируется клитикой, а потом уже идет все по списку. Разумеется, полная форма, она у нас не в кластере. Кластер начинается с клитики, дублирующей. Прекрасно. Где эта местоименная реприза вообще есть? Вот такой вот широкий латеральный ареал, видите, в приморских говорах на Западе.
И красненьким я отметила, где у нас там отмечена, собственно, эта клитика именительного падежа. Ну, потому что местоименная реприза может быть не только в именительном падеже, а вообще в косвенных разных. Все замечательно наслаивается. Здесь абсолютно точно можно говорить, что да, это настоящая клитика именительного падежа. Насколько эта местоименная реприза вообще выражена-то? Сильнее всего она выражена в резьянском диалекте. Это вот самый-самый запад, самый большой красный кружочек. Допустим, если мы возьмем 100 страниц текста на резьянском диалекте, там эта реприза встретится нам 413 раз. Чем еще могут нас удивить возвратные клитики? Прямо сейчас в литературном языке они объединяются в один ранг. То есть, если им приходится стоять рядом, носители языка пытаются этого избежать. У нас же есть правило рангов, которое гласит, что клитики одного ранга не могут стоять рядом. Одна должна уйти. Ёжик Тупоришич в славянской грамматике приводит такой пример, как нормативный. Привовчился си се смеяти. Ну, первое си, не обращайте внимания, это глагольная клитика. Нас интересует второе си, которое датив возвратной клитики, и се, которая относится, как вышло из этой вложенной инфинитивной группы смеяти, смеяти, се перепрыгнула в кластер. Видите, да, вышестоящая предикация. Привожчите си, это у нас вот идет вышестоящая предикация, и смеяти, се выпрыгнула сюда, скучковалась. И вот носителям языка пример совершенно не нравится. Они его по-разному модифицируют. Иногда эту поднявшуюся се просто убирают. Она поднялась, и она пропала. Именно в таком порядке. Иногда ее оставляют на месте, то есть она не выносится наверх, она остается там, ну, где и стояла. Привожчу сиси смеятися. Звучит очень странно, но вот так вот избегается. Еще один пример, который Топоришич приводит как нормативный. Сэм си се засмилил. Мне стало себя жаль, я себя пожалел. Тут, да, нужно немножко сломать мозг, чтобы понять, как это устроено. Засмилитисе. Пожалеть. Кому? И вот это «кому» здесь валентность замещена, видите, дательной формы возвратно-личного местоимения «си», «в себе». Мне стало себя жаль, вот это вот «си». Я просила 28 человек, молодежь, студенток, не филологов. 22 человека сказали, что пример аграмматичный. 4 человека вообще его не поняли. 2 человека сочли его допустимым только в разговорной речи. Давайте посмотрим, как они избавлялись от этой последовательности двух возвратных клитик. Засмилился. Мне стало жаль. Кого? Кого стало жаль? Вот они заменяют полной формой. Засмилился себе. И даже усиливают. Засмилился самому себе. Это вообще просто такой максимум усиления. В общем, вот, клитики последовательность си-се устраняется. Ну, давайте уже возьмем глагольные клитики быстренько. Вообще, когда глагольные клитики становились частью кластера, они, разумеется, присоединялись к нему сзади. Почему? Да потому что глагольные клитики поздно стали кластеризуемыми. Они вообще поздно стали такими клитиками, которые хотят в кластер. И что? Да то, что когда в языке возникают новые клитики, они становятся сзади. Они не вторгаются в середину кластера. Это невозможно, потому что клитики в кластере слеплены как морфемы в слове. Невозможно в середину вторгнуться. Они стоят сзади, они формируют последний ранг. Именно так и поступил глагол «бити», и настоящие формы, и будущие формы, и показатель слагательного наклонения «би». Все это стояло сзади. Но они могут переместиться в начало, чем они успешно и занимаются. Система несимметрична, я уже говорила об этом. И по диалектам есть разные ее этапы. А что у нас проникает в разговорный язык? В разговорный вариант литературного языка. В первую очередь это клитики будущего времени. Вот они поднимаются практически повсеместно, у всех, независимо от возраста, уровня образования, родного диалекта или его отсутствия. Вот у нас как должен выглядеть в литературном языке пример «Те бом поклицала», «я тебе позвоню». «Те» – местоименная клитика, «бом» – это будущее время. Вот как это выглядит в разговорном языке. «Бом те поклицала». Будущее время поднимается в начало кластера. Абсолютно регулярно у всех. Не нормативно. Совершенно нормативно. Это вообще насколько новое явление. Вот у нас печатный памятник середины XVIII века, духовно Брамба, из карентийских диалектов. И там много карентийских диалектных черт. Давайте посмотрим. Вот у нас 3 кластера, причем 2 из них стоят лишь в одном предложении.
И смотрите-ка, вот зелененьким я выделила кластер, где клитика будущего времени поднялась с начала кластера. Бо-Т. В следующем примере у нас она стоит изначально в конце кластера Т-Бо. И через 2 строчки снова поднимается Бо-Т. Вы видите, какой уже шел разнобой, насколько это было уже живое явление, подъем уже в XVIII веке. То есть то, что сейчас происходит в разговорном литературном языке, это не какая-то инновация. Матье Мурко, про которого я уже говорила, который исследовал восток славянского диалектного пространства, считал, что вот этот подъем клитик будущего времени – это вообще изначально восточное диалектное явление. И объяснял просодическими причинами. Почему? Да потому что в восточных говорах формы будущего времени не такие, как везде по всей Словении и в литературном языке. Они, их называют облегченными. Потому что, смотрите, как у нас выглядят вот слева, да, литературные. Бом, бош, бо, бомо, босте, бою. А на Востоке это односложные формы, а некоторые из них вообще даже слога-то не составляют. Вот формы первого и второго лица. Это просто маленькие такие пришлепочки из одного согласного звука. М, ш, д, мо, т, до. Облегченные, абсолютно безударные формы, их легче произносить, значит, они легче поднимутся в начало кластера, да? Решил Мурко. Посмотрим карту. Прав ли Мурко? Ага. Слушай, мне кажется, что прав. Посмотрите-ка, вот самый-самый восток. Там прям очаг этого подъема клитик будущего времени в начало кластера. От 93 до 100%. Ничего себе. Фанонская группа. Я тут из заглосы выделила, как идет дальше. Вот у нас 29%. Частотность потом она снижается. Она охватывает карентийские диалекты сиреневые, не все. Охватывает штирийские зеленые. И таким вот протуберанцем заходит в дуленские коричневые. Стрелочку я сделала. Вот какая экспансия интересная у нас идет. И плюс еще там где-то под Любляной, еще где-то на юго-западе. Там особо интересная история. Это же не контактные ареальчики с вот этим большим восточным ареалом. Получается, это возникло независимо. Независимо это явление возникает в разных частях славянских диалектной территории. Что вообще происходит? Я могу объяснить Резьянский ареал. Вот тот, который на самом-самом западе. Потому что он очень долго составлял одну диалектную общность с зильским, розовеньким. Вот я их в один кружок объединила. А потом пришли немцы и сели между ними. И связь прорвалась. Но представляете, на таком синтаксическом уровне она еще видна. Что происходит здесь, на юго-западе? Это нотринский и чичарийский диалекты приморской группы. И там на самом деле я снова слукавила. Там не одна форма будущего времени. Там еще есть будущее время такого южнославянского типа через вспомогательный глагол, образованный от хотети, который чу, чеш, че, знакомый вам по сербскому и хорватскому, с инфинитивом. Вот тут все тоже поднимается в этом чу, чеш. Потому что в соседнем хорватском это чу, чеш стоит в начале кластера. И вот здесь, видимо, по аналогии поднимается чеш, а вслед за ним поднимается и бом. По-моему, это нормальное объяснение. Получается у нас один большой дисперсный ареал на востоке, один плотный небольшой дистантно с высокой частотностью вот на юго-западе и 3 маленьких таких невыразительных микроареальчика раскиданы где-то там. Дальше та несчастная, оставшаяся хвостиком клитика Е. Все клитики настоящего времени глагольные поднялись, она одна бедная осталась. На самом деле она не одинока в своем отставании, во всех славянских языках она осталась, бедняга, в последнем ранге. Но в македонском ей повезло, потому что вместе с ней в последнем ранге осталась еще и клитика настоящего времени третьего множественного. Когда я это услышала в Македонии, я просто ушам не поверила, какой архаизм невероятный. Но здесь она вполне себе одинока. Но, понятное дело, она хочет к своим товаркам тоже подняться. Давайте посмотрим, получается ли это у нее. Так, у нас 2 ареальчика на юго-западе. И у нас 4 микроареальчика где-то в центре. Ну, как хотите, но это явление системным не назовешь. И смотрите-ка, снова у нас рядом стоят Резьянский ареал и Зильский розовенький. Снова мы видим, что хоть немцы между ними и сели в XVIII веке, на синтаксическом уровне связь-то осталась. Вот. Но это очень несистемное явление, очень редкое, просто такое мерцающее. Тут буквально не о чем говорить. Но оно есть, оно есть. Может быть, где-то бывает такое, что вот клитики настоящего времени, которые в первый ранг уже давно-давно поднялись, что где-то они еще запаздывают по диалектам. Может же такое быть? Подтормозили где-то? Да, действительно. Смотрите-ка,
здоровенный такой дисперсный ареал на Западе. Он включает кучу приморских диалектов и захватывает церклянский диалект соседней ровторской группы. Это синенький, одним пунктом, правда, там буквально 1-2 примера. Частотнее всего это в самом западном диалектном группе, терском, он же и самый северный у нас. Там на 100 страниц мы найдем целых 460 примеров этого дела, но в остальных не так все выражено. И тут же у нас на востоке 3 точечных ареальчика, и это единичные примеры. Вы помните, у нас уже что-то запаздывало в приморских диалектах, и было непонятно, это оно законсервировалось или это оно как-то откатило назад. Вот так же и тут. Такие вот островки архаики. Дальше у нас остается из глагольных клитика «би», которая в литературном языке одна на все формы сослагательного наклонения и замечательно перешла в первый ранг и нигде вроде бы не тормозит. Откуда она вообще взялась? Она считается молодой, развившейся из формы аориста. Прошла она совершенно тот же путь из последнего ранга в первый. Она вообще как, везде у нас поднялась успешно или нет? Ой-ой, не везде. Смотрите, у нас повсюду островки, где она не поднялась, где она еще временами стоит в конце кластера. И опять самый большой, ладно, не самый большой, но самый такой длинный, выраженный, что ли, ареал – это Приморье. Вот что это за Приморье такое? Тут тебе и романское влияние, тут тебе и архаика. И связано ли это как-то или нет? Ну, понятно, да, что пограничные диалекты, самые краюшки, на них всегда будет что-то сохраняться, супер-мега архаичное. Но никогда нельзя сказать, было ли тут влияние соседних языков или нет. Или оно просто так законсервировалось. Но вот в остальных-то местах что это? Это консерва явно не под романским влиянием. Просто консервные островки, бессистемные. Вот еще большущий такой ареал, зелененький с сиреневым, это зеленая штирийская группа, это верхнесавинский диалект и сулчавский говор, и это очень странное место. Там у меня обычно кучкуются всякие интересные штуки. В общем, если какая-то интересная штука с клитиками есть, то там она обязательно будет отмечена. Вот и здесь тоже. И смотрите, как он, протуберанец, забрасывает через Альпы в Каринтию, сиреневый на север. Нетипично. То есть там буквально Альпы. Как это явление перескочило. И отдельные микроареальчики понатыканы. Вы помните, как у нас замечательно и четко по всему востоку Словении поднималась клитика будущего времени, какой у нее был мощный очаг, вон в желтенькой, в паннонских диалектах, и как она постепенно угасала где-то к центру. Логично, что там, где уже даже будущее время поднялось с начала кластера, клитика «би» запаздывать точно не будет. И действительно, она не запаздывает в паннонских говорах. Есть только вот маленький, смотрите, там, где полосатенький желто-зеленый, да, это халосский диалект, это микроареал. Вот там она запаздывает, но халосский диалект, он не входит в очаг подъема клитик будущего времени. То есть это не противоречит одно другому. И это, в принципе, все, что я хотела рассказать. Спасибо. Прозвучала фраза, я не знаю, что там в чешском. Однократно, что вы знаете, что в чешском, поскольку это очень вам помогло в вашей работе, поскольку некоторые процессы, которые происходили в студентах, происходили в чешском, вы представляете, что там Альфа для Австрии страны отделены, а процессы те же самые. То есть в чешском, современном литературном чешском, разные критики устроены очень похожим образом, ну, в исключении, потому что будущего не является критикой, третье лицо не является критикой, вообще не является критикой, когда мы исполняем. Но частица сессии также относится к второму рангу современного литературного чешского. Однако, если мы посмотрим памятники, а ведь чешский древнее всего полного тела, что мы будем предоставить славянским, там видно, что было ровно наоборот. Поменялись разные с местными критиками. И также позиция Глобова не была так жестко закреплена, Глобов не был критикой первого ранга в древнечешском языке. Есть замечательный чешский исследователь Павел Косакунов, который выступал докладом, есть энциклопедическая статья об истории
изменения в чешском языке. И хотя бы эту статью вам посмотреть дорого, а лучше с интернета открыться, потому что времени там очень много сложно создается ситуация. Спасибо. Много и отлично современной литературы на чешском, поскольку точно вы говорили в начале об употреблении в начале предложения или в начале второй части сложного предложения. Вот это литература на современном чешском не делается, там нельзя, чтобы с критики начиналась вторая часть сложного предложения, должен быть союз. Если нет союза, что угодно, только не критика. То есть ситуация, где в славянском была сильно спала, по-чешски, так сказать, лучше сначала проще сказать, лучше спала. Если вы будете лучше, тогда спал все, но никогда нельзя будет как-то начать с. То есть я думаю, что направление честного диалога поможет улучшить ситуацию. Спасибо. Еще вопросы? Да. Несколько очередной вопрос. Хорошо, значит, во-первых, я хотел спросить про начальную критики. Все одинаковые начальные критики могут стоять в начальной позиции по голову. Нет ли там такого, что какие-то критики стоят, а нет? Нет, такого нет. Обычно, на самом деле, тут я буду жаловаться. Я буду жаловаться на славянских исследователей конкретных говоров, потому что они, когда описывают начальное положение критики, они обычно пишут: в начале предложения может стоять глагольная критика. И спокойно приводят пример, где стоит глагольное или местоименное. Или в начале предложения могут стоять до 2 критик. И приводит пример с одной глагольной. То есть кто в лес, кто по дрова. Методологии нет. Вот. Я специально смотрела, какие именно критики могут стоять в начале предложения. Только глагольные или местоименные, или какие-то еще. Нет, абсолютно нет никаких запретов. Какая нужна, такая и стоит. Понятно. И в общем одинаково по территории. Да, спокойно. Вот я могу сказать только про славянских партитатов 16 века. Вот у них очень четко. В начале предложения стоят только глагольные критики. Но тут еще вопрос, критики ли это. Может быть, это как раз полноударные глаголы. «Е побил некий человек», «Е побила у Иерусалиму овчья купель». Да, понятно. И еще один вопрос. Нет ли там где-то в диалектах чего-нибудь похожего на болгарский глагол, в смысле контактности глагола? Есть, еще как есть. Приглагольное положение, значит, когда клитики стоят при «л-причастии» или при другой глагольной форме, там, например, настоящего времени, да, или при именной части составного именного сказуемого, или при страдательном причастии. Есть, цветет и пахнет по диалектам. Стоять могут и глагольные клитики, и местоименные. Стоять могут как сзади, так и спереди. Постпозиция и препозиция. Более того, в славянском языке есть такие замечательные глаголы, которые как бы, их лексическое значение, оно одно на двоих с наречием. Идти гор. Буквально идти вверх, но можно означать что угодно. Про солнце восходить, про цены повышаться, понимаете, да? Многозначнейший глагол. И такой гор, а это же одно лексическое значение на двоих глаголов, да? Оно будет стоять перед ним, а клитика перед гор. Вот, такое повсеместно. И у протестантов 16 века такого тоже вагон. Нет ли такого, если дальше, что критик разный, когда порядок критик разный перед и после глагола? Нет, такого нет. У нас, если какая-то критика хочет стоять при глаголе, неважно, в постпозиции, препозиции, контактной, дистантной, это сейчас не важно, бывает такое, к сожалению, что классов критик у нас разрывается. То есть какие-то критики у нас стоят по Кернагелю, нормально, а какие-то при глаголе. Вот. Это бессистемно. Понятно. Спасибо. Я как историк, может быть, и вам, и Николаю Николаевичу задам вопрос, когда лингвисты работают с вот этим вот грамматическим материалом, каким-то образом учитывается исторический контекст. Вот пример про чешский и славянский
Есть какие-то попытки проанализировать, кто мог быть агентом этого трансфера какого-нибудь там в 16 веке? Или это некие явления, которые действительно случайно похожи, потому что вот так они развивались в разных условиях, шли к какому-то аналогичному... Да. Я скажу. Знаете, когда я только начала интересоваться клитиками, я была на 3-м курсе, это было в 2010 году, в 2009 году. Я тогда ужасно любила Старослав, и мне казалось, что все развитие славянских языков и славянская диалектология, русская диалектология, все это на самом деле такое просто разрушение кристально прекрасной системы, которая была уже сложившаяся абсолютно идеально, а получилась какая-то каша, какая-то дробнежка, и зачем это вообще нужно? Вот система клитика, она же была такой прекрасной, и сейчас я учила хорватский. В хорватском такая прекрасная, а что это у нас такое с диалекты? Короче, я была очень глупая, потому что я увидела, что система была совершенно другая, потом она стала разрушаться, перестраиваться по разным славянским языкам. Я же говорю про кластер клитик, только про кластер клитик. И каким-то странным образом почти во всех славянских языках она перестроилась в почти идентичные системы. Вот как раз что касается возвратных и местоименных клитик, их порядка в чешском и славянском. Ну, это серьезное преувеличение, потому что Нет, я не о том. Я о том, славянские языки с кластеризуемыми клитиками, разумеется, с вакернагелевскими. Русский, литературный украинский, белорусский, польский, они немножко пусть гуляют. Вакернагелевские, конечно, языки. Ведь в чешском и славянском вот такая вот штука с возвратными и остальными местоименными клитиками, с их порядком, она же получилась совершенно независимо. Это же типологическое схождение. Это никто ни на кого не влиял. Разумеется, когда мы смотрим памятники, конечно, мы смотрим, с какого языка они переведены, кто влиял, какие были контакты между переводчиками, разумеется. Ну вот, например, абсолютно точно, когда славянские протестанты переводили библейские тексты на славянский литературный язык, которые сами же и создали, контактов с чехами у них не было. Вот, то есть эти штуки, они не придуманные, они из живого языка растут. И растут независимо друг от друга. В 19 веке там были лексические заимствования, причем в области чешского и южнославянского языка, и так и наоборот. Но синтаксис, конечно, сложнее разработать, тем больше, когда по памяти там отслеживается постепенная трансформация этой системы в независимую вещь. В XIX веке в славянском литературном языке очень мощно шло осербливание сознательное, но это именно что затронуло только литературный язык. Разумеется, это не проникло в живой язык. Поэтому, например, тексты XIX века в моем исследовании абсолютно не нужны и даже испортят какие-то выводы. Это чисто внешняя штука, чисто, не знаю, мода, что ли, на синтаксические сербизмы. Потом это ушло все к счастью. То есть пассивное сопротивление германизации? Я спрашиваю детские вопросы. Но... Нет, они совсем не детские. Я не думала об этом в таких категориях. Сопротивление германизации было бы в росте славянского национального самосознания. Насколько я знаю, оно было в середине 19 века. Да ведь? Вот. Да, во второй половине историки подтверждают, привлекать синтаксические сербизмы для роста славянского национального самосознания – это какой-то очень сложный финт ушами. Я сомневаюсь, что это было для этого. Скорее, это какая-то чисто литературная мода. А был на более высоком уровне сербский литературный язык, чем славянский? То есть это была модель, на которую можно было бы ориентироваться? Вероятно, да. Но первее-то всех первых у нас был чешский тогда. Он-то считался основным языком межславянского общения. Что было на него? Например, не языком ориентировался. межславянского общения, я вот историк, был немецкий, поэтому не надо нам про чешки рассказывать. На славянском съезде в Праге в 1948 году все говорили по-немецки, поэтому на самом деле это не было. Ну все, с историками не спорю, конечно. Во-первых, да, благодарю за доклад, очень интересный, да. Я по поводу вот комментариев, вы сказали сербское влияние на славянский язык в 19 веке, ну, скорее, я думаю, может быть, корректнее сказать, что русского диалекта, вот этого сербско-хорватского языкового единства, потому что у них же складывалось это как, ну, вот, я так понимаю, больше было хорватское влияние, то есть хорватского литературного языка, который, вот, ну, соответственно, хорватские лингвисты взяли за основу своего языка, как бы уйдя от харьковского диалекта как основного. Харьковский как раз, наоборот, ближе был к славянскому, но они выбрали что русский, чтобы быть, ну, не только с сербами, но и чтобы был язык письменный понятен в Славонии, в Далмации, где хорватского еще не было самосознания, там еще было такое местное самосознание, не сербское,
сербская, ни хорватская. То есть такой вот взяли наиболее распространенный диалект и его сделали литературной формой. И говорить о том, что, конечно, там, такие, как Бухара, Жишляне считали, что это сербский язык, но дело в том, что это, как бы, хорваты так не считали. То есть, а у меня вопрос еще по поводу как-то, да, вот этих, конечно, вопрос дилетантский, но как вот вы учитывали или, наоборот, не учитывали говоры в крупных городах, то есть там в вашем ареале это и Любляна, Триест, Клавдинфурт, Марибор, то есть, по идее, они тоже должны быть смешаны, потому что люди, в них приезжали из разных мест явно, то есть из разных диалектов, соответственно, ареалов, и как вот с этим? Спасибо. По вашему первому вопросу скажу честно, в 19 веке я плаваю. Нет, это не вопрос, это комментарий. Спасибо, я поняла. Как комментарий это замечательно, но я себя чувствую как раз таким дилетантом во все, что вы сейчас рассказали. Вот повод почитать. Конечно. Просто это напрямую не относилось к моим критикам, потому что это литературщина, это все абсолютно наносное. Поэтому я так с таким снобизмом относилась ко всем этим их... Там движения нет, что литературщина проникает в... Нет, слава богу. Ну, есть, конечно, повсеместно есть, но вот эти вот к моим критикам это пока, к счастью, не имеет отношения. Пока что. Ваш второй вопрос. А я его забыла. Про города. Да, про города. Конечно, смотрите, у диалектологов устроено так, что в города мы не лезем. Естественно. Но в Словении, как обычно, все иначе. Очень много диалектного можно раскопать. У меня есть один пункт из Любляны, и у меня есть записи Люблянского городского койне, который не диалект. Но, разумеется, если диалектологи обрабатывают кого-то из городов, разумеется, они берут тех, кто там живет всю жизнь. И у кого родители тоже там прожили всю жизнь. Понятное дело, для чистоты эксперимента. А вот нас, например, Подмосковье, по-моему, никто не исследовал в 60-х, кажется, годов, да? Потому что, что там искать? Практически московский говор, да? В Словении не так. В Словении окрестности Любляны плотно исследуются, потому что там свои интересные говоры. Нет такого снобизма, как у нас. Нет, у нас про Подмосковье скажу, там наше родное с вами. Да, потому что я пришел из Жуковского, для имени Громова, вашего предка. У нас такие города, как Жуковский, есть, да, где созданы в советское время, туда съехались люди и Москвы, и со всего Союза. Да. А есть, более такие, и небольшие, там, аутентичные, типа, там, Зарайск. Да, разумеется, из новых городов, конечно, никто никого не опрашивает. Как тут в Подмосковье, оно тоже как по-разному сложилось. Да, разумеется. Нет, я сейчас ссылаюсь на исследование, по-моему, Ванесовой 50-х годов, когда он исследовал шатурский говор и описал его так, что всем было ужасно скучно, типа, что вы нам тут описали? Это же практически литературный язык. Зачем вы нам как систему представили? Вы бы нам только то, что отличается, дали. А он такой, нет, я вам хочу именно как систему представить. А ему, зачем вообще нам это нужно? Давай был в Москве, тоже сделал в 60-м году. О, и такое тоже есть? Я не знала. Очень хороший словарь, там очень много интересного. Не сомневаюсь. Вот это вот снобизм по отношению к тому, что близко, это скорее наше, среднерусское. У словенцев такого нет. Вообще, знаете, как славянская диалектология устроена? Как там студенты-диалектологи, как они ездят в экспедиции? И как мы ездим в экспедиции? Мы от универа ездим в экспедиции в Архангельскую область, и обычно на 3-4 недели. Сама дорога занимает 1,5 суток, не меньше. Иногда приходится и на самолете, на Аннушке добираться. И мы плотно сидим там 2-3 недели в одном кусте деревень и их обрабатываем. И это полнейшее погружение в экзотику. Славянские студенты-диалектологи ездят собирать материал не так. Они едут в родной диалект и опрашивают собственных бабушек. То есть для них эта среда уже родная, это их родной диалект. Потом нам в универе говорят, говорите по-русски, не нужно там окать, копировать эти северные интонации. Ой, девочки, кушайте яички, пейте чай. Такого не надо, конечно, это наблашишься уже ко второму дню пребывания в диалекте. Но нам это запрещают. У словенцев совершенно другая методология. То есть ты приезжаешь в родной диалект, и ты со своей бабушкой говоришь на своем родном диалекте, чтобы вывести ее на этот код, переключить. Вот именно поэтому славянская диалектология такая дробная. Потому что обычно принято, где-то родился, там пригодился. И следует
тот диалект, который тебе родной, или там какие-то к нему прибрежные, а остальные, пожалуйста, не лезь, ты не сможешь говорить с носителями на их родном диалекте. Вот и не надо, потому что не включится на тебя литературный язык, они не будут говорить на диалекте. Вот как вот так там хитро. И получается, что вот большие такие системные исследования, они как-то не проводят вот именно поэтому. Зато углубляются мощно. Ну, Австрия тоже похожа, где они параллельно говорят на красивом литературном языке и на диалектном. И в зависимости от того, с кем они говорят, они эти регистры переключают. Хозяин гостиницы говорил со мной высоким красивым языком, как позвонил брату, с ним по-фурайнбергски включал телефон и дальше продолжал говорить со мной на литературном языке. Логично. Значит, ваши девочки или там ваши студенты славянские, они включают нужный регистр, мимикрируют под... Они не мимикрируют, это родной идиом для них. Один из двух, то есть у них же есть высокий, который... Нет, славянцы шутят, что литературный язык – это их первый иностранный. Они его начинают учить со школы. А до школы они говорят только на своем родном диалекте, или там, если койне городское, то городское койне. Или региолекты, если они живут в региолекте. И уточняющий вопрос по поводу городов. Когда решается вопрос о том, включать ли какой-то, не обязательно Любляна, но есть другие города тоже с смешанным населением, приезжим и местным, когда решается вопрос о том, включать ли данные данного города в исследование. Это сколько примерно нужно найти информантов, аутентично говорящих? Одного достаточно? Конечно. Сейчас же, беда, особенно на окраинах славянской языковой территории. Например, мы когда ехали с славянскими диалектологами, с Матеем Шекли и Яношем Ежовником из Италии, проезжали где-то уже в ночи какой-то городок или деревушку, и Шекли говорит: вот здесь был крайний западный пункт славянского лингвистического атласа. Теперь это больше не пункт. Не стала последней носительницей. Один это все-таки уже достаточно. Зависит от качества. Конечно. Хороший носитель, в принципе, это минимально. Конечно, чем больше носитель, тем лучше. Это мы подходим к вопросу, когда считать, что язык умер, когда на нем остался один носитель или два. Это вот уже немножко не наш вопрос. Понятное дело, что если ты один, то тебе не с кем поговорить, но ты же даже можешь говорить сам с собой и продуцировать, не знаю, даже поэзию. То есть, не знаю, мне кажется, один носитель – это еще язык, диалект жив. Может быть, я еще только защищу центральный русский говор, который в качестве они сюда не подходят в качестве редкости. Для редкости подходит, например, территория нового селения. Например, не знаю, украинский степовой говор. А почему центральный русский не подходит? Там же равнина. Старого заселения. Там совершенно ювелирные маленькие различия, где тверских каких-то было. Вот, тверские это да. Старые. И такие же могут быть и в других местах. Так что там, где старое заселение, там очень, может быть, грозная старая картина, а вот в новом заселении, в стиле готовится, Да, согласна с вами. Это беда всех диалектных атласов. Сетку делают слишком редко делают сетку и просеивают кучу интересностей. Например, в общеславянском лингвистическом атласе на Словению приходится сколько пунктов? 16 или 17, я не помню. И это, конечно, просто ни о чем на такое огромное количество. Вы видели, сколько там диалектов и сколько там всякой диалектной красоты. И тут вообще ни о какой сетке не идет речь. Бери все, что есть, анализируй. Были бы руки. И мозги.